Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – демография и демографические исследования. Целью урока нашего – формирование представления о обучающейся демографической ситуации в современном мире, выявление факторов, влияющих на демографические процессы, развитие умений систематизации анализа изученного материала, формулирование собственных выводов. Продолжение работы по формированию у обучающихся активной гражданской позиции, эмоционально-личностного отношения к изучаемым событиям, важности выбора поведенческих моделей. План урока: демография, этапы развития, Конфуций, Платон, Аристотель о численности населения, формирование демографических знаний 17 начала 19 века, объект демографии как науки. Этапы развития. Корни демографической науки уходят вглубь тысячелетий. Еще древние испытывали необходимость регистрировать население. В Древнем Египте, Библии, античном мире, в Древнем Китае и во времена Средневековья знания и представления о народонаселении формировались бессистемно в общей массе недифференцированных научных знаний. Кое-где проводились отдельные попытки регулировать семейное поведение и рождаемость. В тот же период мыслители обратили внимание на взаимосвязь численности населения и общего развития. Конфуций, Платон, Аристотель. Конфуций осуществил попытку определения идеальной пропорции между количеством обрабатываемой земли и численностью населения. Поскольку нарушение этой пропорции может привести при малочисленности населения к ухудшению обработки пашни и к отказу от налогов, при чрезмерной плотности населения к обнищанию, праздности, социальной напряженности. Значит, необходимо государственное регулирование роста населения и принятие такой меры, как, например, переселение жителей густонаселенных районов в малонаселенные. Платон в учении об идеальном государстве выдвигал в качестве обязательного условия ограниченное число граждан – 5040 человек свободного населения. Предлагал установить определенные нормы брачных отношений, требуя, чтобы мужчины имели детей только в возрасте от 30 до 55 лет. Он писал: определив число браков, мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и так далее, чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось. Аристотель при рассмотрении проблем народонаселения идеальным считал государство с малочисленным свободным населением. Малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая невозможна при избытке населения. Избыток населения способствует росту числа возмущений и преступлений вследствие того, что часть граждан, не будучи обеспечена землей, впадает в бедность. В отличие от Платона, Аристотель не был сторонником колонизации как меры регулирования населения, а предлагал, например, узаконить умерщвление больных детей и части излишних новорожденных. Если правила государства не позволяют этого, то обществу следует установить для каждой семьи число детей, которые она может иметь. Формирование демографических знаний 17 начало 19 века. Подлинное начало формирования демографии как наука со всеми соответствующими атрибутами, ориентацией на объективность, нацеленностью на выявление закономерностей, средствами для формирования базы данных, эмпирических фактов, эмпирическими общениями, методами исследования и обработки данных, математическими средствами выражения, расчетов и моделирования демографических процессов относится ко второй половине 17 века, когда развитие капитализма породило устойчивую потребность на изучении народонаселения. Исторически первым объектом научного изучения демографии была смертность. Знание порядка вымирания поколения позволяло определить длительность жизни, а при постоянстве числа рождения также и численность населения, и рассчитывать при страховании жизни суммы выплат в зависимости от дожития. Возникновение демографической науки. 19 век. В XIX веке стал вопрос о роли и месте демографии в социально-экономическом развитии. Повышается описательный характер, рассматривается состав и движение населения. В середине XIX века предпринимаются попытки изучения социальной дифференциации рождаемости и смертности такими учеными, как Кнап, Бертильон, Франция. Выделяется демографическая статистика и демографическая динамика.
развития середина 20-го до настоящего времени. За последние полвека наблюдается тенденция к повышению внимания к изучению демографии с точки зрения экономических и социальных факторов общего развития. В середине 70-х годов XX века ООН публикует труд «Детерминанты и последствия демографических тенденций», в которых отмечаются увеличение объема демографической информации и источниковой основы, быстрое увеличение количества демографических исследований и повышение степени их специализации. Успехи в области демографического анализа. В 20 веке становление и развитие демографии нашло отражение в трудах Менделеева, Германова, Семенова-Тиншанского, Чупрова, Янсона и Капицы. Объект демографии как науки. Демография имеет свой четко очерченный объект исследования – население. Демография изучает численность, территориальное размещение и состав населения, закономерности их изменений на основе социальных, экономических, а также биологических и географических факторов. Единицей совокупности в демографии является человек, который обладает множеством признаков – пол, возраст, семейное положение, образование, род занятий, национальность и так далее. Многие из этих качеств меняются в течение жизни, поэтому население всегда обладает такими характеристиками, как численность и возрастно-половая структура, семейное состояние. Изменения в жизни каждого человека приводят к изменениям в населении. Эти изменения в совокупности составляют движение населения. Анализ демографических процессов. Основными демографическими процессами являются рождаемость, смертность и миграция. Решение многих демографических задач требует использования системы методов, среди которых основное место занимают статистические и математические методы. Также в последнее время все чаще применяются социологические методы. Исследовать закономерности изменения в населении можно только на примере множества лиц. Сбор информации возможен 4 способами: переписи населения, текущий учет естественного движения населения, текущие регистры населения, списки, картотеки, выборочные и специальные обследования. Для изучения демографических процессов используются статистические исследования динамики, индексные, выборочные, балансовые и графические методы. Также широко используется математическое моделирование, абстрактное математическое моделирование, графические и картографические методы. Основным инструментом демографического анализа является описательная статистика населения по полу, возрасту, занятиям, с помощью которой имеется возможность отслеживать показатели естественного движения населения. Демография взаимодействует с другими науками, широко используя их методологические подходы, методы, добытые ими знания. В то же время демография внутри себя разделилась на целый ряд специализированных отраслей и даже наук. Так появляется идея системы знаний о народонаселении. Ядро именно демографии – предмет воспроизводства населения, а другие, входящие в эту систему науки, имеют своим предметом законы и закономерности других специфических сторон и аспектов развития населения. Домашнее задание. Опишите в тетради характер демографической политики в таких странах, как Китай, Россия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты. Составьте и заполните таблицу воспроизводства населения.
написать эссе «Перепись населения».